посвящается всем тем, кто не верит, и всем тем, кто забыл. Со всех сторон начали обстреливать. Шел обстрел, а потом тысячами зашли сюда и вот вытворяли. Поставили женщин, слушай, поймали ее. Вперед БТР сзади идут, а женщин вперед гонят, чтобы их там не стреляли или что-то. Ну, вот настоящий геноцид был. Отец Резвана Абдурахман Дуриев, старейшина села, он пережил Хайбах, хоронил сожженных в конюшне земляков, отбыл ссылку, вернулся и основал в Самашках новый дом. Его школьный друг Амин Бунхоев поселился на соседней улице. Биографии стариков схожи, словно написаны под копирку. Кроме одного момента, Дуриевы в апреле 92 года уехали из села, а Бунхоевы остались. Российские солдаты, ворвавшиеся в дом Амина, сожгли из огнемета на глазах старика жену и двух его дочерей, одна из которых была беременна. Нас бомбили 3 дня подряд, а потом заходили каждому во двор и сжигали. Перед моими глазами сожгли всю мою семью. Меня не подпускали к дому. Сказали: смотри, гад, и запомни, со всеми будет так. Сожгли жену с 2 дочерьми, брата, его жену. Остались только сожженные кости. Посетившие село сразу после штурма правозащитники констатировали, что солдаты заживо сожгли 79 мирных жителей, стариков, беременных женщин, детей. Все до единого из семей, ведущих свои корни из Хайбаха и Ношхи. Аналога нету, наверное, в мире. То, что сейчас творят здесь. Вот на той улице, значит, это все из Хайбаха. Согнали их туда, заживо сожгли.